بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья, также сестры. Добро пожаловать на наш эфир, который у нас сегодня будет, иншаллах, на тему, как вы видели уже в нашем анонсе, тема у нас сегодня будет про хиджру. Именно основная ее часть, мы акцентировали основную ее часть, ее посыл на то, что актуальна ли сегодня хиджра, так как есть некоторые высказывания некоторых людей, что хиджра сегодня не актуальна, поэтому мы решили сделать сегодняшний эфир, посвятить хиджре, исламскому переселению. И это первый наш посыл. И второй посыл сегодняшней нашей лекции и этой теме, в частности, это в том, что для того, чтобы переселенцы, которые переселились ради Аллаха, или же, как пришло в хадисе, к Аллаху и к его посланнику, они узнали достоинство того, к чему они переселились, чтобы поднять мотивацию и чтобы упростить им или же облегчить им их ношу, чтобы они поняли, в каком достоинстве, в каком блаженстве они пребывают. Ибо поистине, когда делается напоминание, положение бедственное, будь то бедственное положение, сложное положение, оно упрощается, как мы знаем. И как сказал Аллах Субхану ва Тааля, «Фадаккир, фаинна зикра танфа'уль му'минин». Напоминай, увещевай, ибо увещевание и напоминание приносят пользу верующим людям. И мы сегодня с нашим братом, с нашим уважаемым братом Абу Халидом вместе проведем этот эфир. И сегодняшнюю лекцию мы разделили на несколько частей, то есть на несколько тем. И сначала мы поговорим об определении переселения, то есть каково понимание в религии ислам определению переселения. Второе, это будет достоинство переселения. Третье, это будет, кто удостаивается этой великой награды, которая достается переселенцу. Третье, и самый основной наш посыл, это актуальна ли хиджра сегодня и до судного дня. Четвертое, опровержение тем, кто считает переселенцев за трусов. И, иншаллах, мы, начиная наш эфир, мы предоставляем слово нашему уважаемому брату Абу Халиду. Фалятафаддаль. Баракаллаху фик, джазакаллаху хайран. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва мувалах. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлюль уqдатан мин лисани яфкаху каули. Джазакаллаху хайран. Мы начнем с того, что именно понятие, что такое хиджра. Хиджра, что она означает в арабском языке или же в литературном своем значении, и также, что она представляет собой в религии Всевышнего Аллаха. И начнем с определения. Так вот, хиджра в арабском языке произошло от слова хаджр или хаджара, что означает разрывание или отдаление, и также означает оставление чего-то. И основываясь на этих смыслах, в религии тоже пришли ахкамы, которые связаны с этим словом. И такое слово, например, как хаджр. Хаджр – это оставление человека из-за его грехов. Называется хаджром в религии. И также в Коране пришли слова, которые произошли от этого слова. То есть Всевышний Аллах говорит «Вахджурухунна фил мададжи'и». Про женщин, оставьте этих женщин в ложе, то есть имеется в виду, отдалитесь от них своими телами. И также в религии пришло вот это слово хиджра, от этого же слова. Хиджра – это оставление. И здесь имеется в виду оставление
своих земель, то есть отдаление от своих земель ради чего-то. И вот эти смыслы, которые пришли в языковом значении этого слова. А то, что касается религиозного значения этого слова аль-хиджра, хиджра, она понимается с двух сторон. Хиджра – это оставление греховного, как пророк, алейхиссалату вассалям, когда у него спросили, что такое, или самая лучшая хиджра, или что такое хиджра, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-хиджрату ан тахджура ма нахаллаху анху». И хиджра означает это оставление, то есть означает оставление от того, что Всевышний Аллах запретил. То есть это одно значение. Ты оставляешь грехи ради Всевышнего Аллаха. Называется хиджрой. То есть тот, кто оставляет грехи, называется мухаджиром с этой стороны. Имеется в виду, отдаляясь от грехов и запрещенного. И второе значение, основное значение хиджры, то, что если человек услышал это слово, сразу у него понимается вот это значение. Это главное значение, это оставление своей земли, то есть отдаление от своей земли ради Всевышнего Аллаха. То есть оставление земли куфра и переселение на землю ислама. Это основное значение хиджры. То есть основу в своей хиджра, она представляет собой оставление даруль куфра и переселение в даруль ислам. И к этому призывал Всевышний Аллах в Коране и также пророк, алейхиссалату вассалям. И мы об этом тоже поговорим, что имеется в виду, как хиджра обязывалась. То есть хиджра, она была по степеням, то есть она не сразу была обязана. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, когда началось давление на верующих, вот тогда и она была введена, и постепенно она вводилась сначала добровольной, потом уже принудительной и обязательной. Поэтому, что касается хиджры, коротко, если сказать, это оставление какой-то земли или земли неверия для того, чтобы спасти свою религию. Ученые сводят все смыслы на это. Именно как бы самой целью хиджры является что? Самой целью хиджры является спасение. Спасение чего? Религии человека. И как бы ни назывались земли куфра или в другую землю куфра, или же земли куфра в землю ислама и так далее, но самая главная цель в хиджре – это спасение человека и его религии. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Барак Аллах фика, джазак Аллаху хайран. Это было определение хиджры, что такое хиджра и каково понятие хиджры в религиозной сфере. И второй частью у нас было запланировано это достоинство хиджры, чего удостаивается человек, который переселяется ради Аллаха, И относительно этого мы, иншаллах, зачитаем следующие 3 аята, то есть 97, 98, 99 аят из суры Ан-Ниса, в котором рассказывается, в котором Аллах Субхану ва Тааля повествует о положении переселения. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна аллазина таваффахумул малаикату залими анфусихим калу фима кунтум калу кунна мустад'афина фил ард. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا». Поистине, тем, чьи души ангелы забирают, поступающими несправедливо по отношению к самим себе, скажут: в каком положении вы находились? То есть, когда настигает смерть человека, тут говорится про конкретных людей, но смысл аята в общем, когда их постигает смерть, это определенная категория людей, о котором мы поговорим позже, далее, ангелы вопрошают их: «Фима кунтум», на чем вы пребывали, на чем, в каком положении вы находились, и они скажут, «Калу», они сказали, «Кунна мустад'афина фил ард», мы были притесненными на земле, мы были немощными. И далее ангелы, вот эти ангелы, укоряя их в положении, в
том положении, когда они забирают их души, они, укоряя их и упрекая их, сказали им: «Калу алям такун ардуллахи васиатан фатухаджиру фиха». Разве земля Аллаха не была достаточно велика и обширна, чтобы вы могли переселиться? «Фауляика ма'вахум джаханнаму васаат масира». Их обителью будет гиенна. И какой это дурной исход, говорит Аллах субхану ва тааля. То есть этот аят ниспослан относительно 5 человек, которые считались мусульманами. Некоторые муфассири сказали смысл: «Инна ладина тавафахум аль-малайкату залими анфусихим». Те, которых умерщвляют ангелы, поступающими несправедливо к самим себе. Несправедливость к самим себе, например, Аль-Багауи, Аль-Вахиди сказали, что это куфр. А в чем был их куфр? Это был их куфр, как утверждает Багауи и Вахиди, он был в том, что они не переселились, имея возможность. То есть после того, как была объявлена хиджра, переселение в Медину, переселение было указанием или признаком ислама. Это было признаком ислама. И тот, кто переселился, он был обозначен в рядах мусульман как верующий человек. А тот, кто не переселился, имея возможность, он был обозначен как лицемер. Что бы он ни заявлял, как бы он ни заявлял, что он приверженец ислама и так далее и тому подобное. И поэтому относительно этих юношей, которые не переселились, имея возможность, которые погибли в день Бадра, Аллах субханаху ва тааля сказал относительно их: «Залими анфусихим», которые чинили несправедливость по отношению к самим себе. И их обителью за то, что они не переселились, имея возможность, Аллах субханаху ва тааля сказал: «Фауляика ма'вахум джаханнам». Их обителью, их пристанищем будет ад, васаат масира, и как же скверно это возвращение. Далее Аллах субханаху ва тааля делает исключение, именно исключая из этих рядов те, которые были немощны совершить переселение, говоря в 98-м аяте: «Илля аль-мустадафина мин ар-риджали ван-нисаи валь-вильдани ла ястати'уна хилятан ва ла яхтадуна сабила». Кроме слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут ухитриться, чтобы отклонить от себя притеснение, и не находят пути, чтобы избавиться от страданий, в котором они находились. «Фауляика аса Аллаху ан я'фу анхум, ва кана Аллаху афуван гафура». Относительно них, говорит Аллах, этих, которые были слабыми, которые были немощны, чтобы совершить хиджру. Именно условий для хиджры в этом аяте исчисляются их 3 условия. Первое — это мощь, то есть возможность для хиджры, чтобы человек не был болен. Отсутствие какой-либо боли, слепоты, или же, как пришло в пояснении к этому аяту, или же хромоты, и так далее. И хиля — это ухищрение. То есть относительно чего ухищрение? Они тайно выходили из Мекки. Они, ухищряясь, выходили из Мекки. А если курайшиты обнаруживали, что кто-то хочет переселиться, они хватались за него, брали его и заточали его. Или же наказывали и угнетали. Это второе условие в этом аяте — это хиля, ухищрение. «Валя яхтадуна сабила». И третье — это знание дороги. То есть если человек смог из-за своего здоровья совершить хиджру, он смог найти какое-то ухищрение, чтобы выйти из Мекки, и если он знал дорогу, человек был обязан совершить хиджру. А если хоть одно из этих 3 условий отсутствовало у человека, он из числа аль-мустадафин, немощных. Аллах субхану ва тааля относительно них сказал: «Фауляика аса Аллаху ан я'фу анхум». Относительно этих Аллах субхану ва тааля проявит к ним свое снисхождение. «Ва кана Аллаху афуван гафура», так как Аллах субхану ва тааля известен нам своими именами афуван гафура, снисходительный и прощающий. И далее 100-й аят.
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Этот аят, 100-й аят из суры Ан-Ниса, именно к этому мы хотели прийти, те 3 аята, которые были до них, они были предисловием к этому аяту для того, чтобы мы поняли смысл снизпосылания этого аята. В этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля уже ведает нам, уже доводит до нас, каково достоинство хиджри. Каково достоинство хиджри и того, кто его совершает. И говорит Аллах: «Ваман юхаджир фи сабилиллахи яджид фил арды мурагаман кафиран васаа». Кто переселится на пути Аллаха, то есть к Аллаху и его посланнику, как пришло в хадисе, тот найдет на земле много пристанищ и достатков. «Ваман яхруджи мин байтихи мухаджиран иля Аллахи ва расулихи». А тот, кто вышел, покидая свой дом, покидая свою родину, переселяясь к Аллаху и его посланнику, после чего его настигнет смерть, то его награда у Аллаха, а Аллах прощающий, милующий. И этот аят был ниспослан относительно Джундуб ибн Думра, ради Аллаху анху. Этого сподвижника зовут Джундуб ибн Думра. Он был старцем, он был из числа немощных мусульман. Он был старцем, и как пришло в риваете, он был больным человеком, он не мог сам переселиться. Но когда он себе представлял, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники молятся в Медине джамаатам, и когда он видел те притеснения, которые есть в Мекке, он больше не мог перенести эти притеснения. И он вознамерился, несмотря на то, что он был из числа тех, которым Аллах Субхану ва Тааля сделал снисхождение. То есть этот человек мог бы и не делать хиджру. На нем не было хиджры. Но он все равно, даже в риваете пришло, что он сам не мог ходить. Он попросил своих домочадцев: вынесите меня из Мекки. Вынесите меня из Мекки на носилках. И когда его вынесли, и он достиг до места, которое называется Ат-Тан'им, его настигла смерть. И перед смертью он ударил одной рукой, правой рукой по своей левой руке и сказал: «Аллахума хави байати лак». «О Аллах, это моя присяга тебе». И ударил своей левой рукой о правую руку. То есть это сифа, как будто бы он через рукопожатие делает присягу пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И, ударив свою левую руку о правую, он сказал: «Вахадихи байати ли расулика». И это моя присяга твоему посланнику. И этот человек, Джундуб ибн Думра, ради Аллаху анху, он тут испустил дух. И сподвижники сказали относительно него, о, если бы он дошел до Медины, он бы считался мухаджиром. Он бы взял свою награду сполна. А мушрики стали смеяться относительно него. Посмотрите, что с ним случилось. Вот вышел человек дурак, вот как говорят сегодня, да? Вот вышел человек дурак, несмотря на свое состояние, и чего он достиг, и даже он даже до места Тан'има не достиг, скончался. А Аллах, субханаху ва та'аля, относительно Джундуба ибн Думра ниспослал ая, субханаллах, говоря: «Ваман юхаджир фи сабилиллахи яджид фил арди мурагаман кафиран васаа». Именно вот эту часть. «Ваман яхрудж мин байтихи мухаджиран иля Аллахи ва расулихи, thumma юдрикху аль-мауту факад вака аджруху аля Аллах». А кто вышел из своего дома или же из своей родины, переселяясь к Аллаху и его посланнику, а потом, то есть в пути переселения его настигла смерть, факад вака аджруху аля Аллах, то его воздаяние Аллах Субхану ва Тааля взял на себя. То есть Аллах не обозначил награду Джундуб ибн Думра и ему подобным. Он не обозначил подобно тому, как за совершение коллективной молитвы полагается 27 раз воздаяние, да? Yeah. И как сказал Аллах Субханаху ва Тааля, что одно благо приравняется к 10 благам. Yeah. И как пришло в хадисе пророка, и что достигаются эти блага до 700, да? До 700. Но достоинство и воздаяние вот такого человека, который вышел в хиджре к Аллаху и его посланнику, о его достоинстве Аллах Субхану ва Тааля умолчал.
То есть только Аллах знает, каково будет его воздаяние. И далее ровно такой же аят, который гласит о достоинстве переселения. Это сура Ан-Нахль, 41 аят. Аллах субхану ва та'аля в этом аяте говорит: «Валладина хаджару фи сабили Аллахи мин ба'ди ма зулиму ланубавви'аннахум фил арди хасана, ланубавви'аннахум фи дунья хасана, валя аджру ал-ахирати акбару лау кану я'ламун». Те, которые переселяются, говорит Аллах субхану ва та'аля, те, которые совершили переселение ради Аллаха, после того, как они были притесненными, после того, как над ними уже свершилось притеснение, Аллах субхану ва та'аля говорит: «Ланубавви аннахум фи дунья хасана». Мы на земле уготовим для них обильность. Аллах субхану ва та'аля говорит: мы обильное пристанище уготовим для них. «Валя аджру ал-ахирати акбар». А воздаяние в судный день это будет что-то еще большим. Это будет что-то еще большим. «Лау кану я'ламун». Но если бы они знали. «Лау кану я'ламун» это адресовано не к тем, которые переселились, а к мушрикам. Если бы мушрики знали, какое достоинство за переселение, то они уверовали и тоже совершили бы хиджру. И здесь бы мне хотелось упомянуть, еще в этом хадисе мне хотелось упомянуть боязнь многих людей к совершению хиджри. То есть, что человека тормозит, что его останавливает от переселения к Аллаху, его посланнику? Боязнь из-за мирского. Как я там найду пропитание? Как я там обеспечу свою семью? У меня же семья, у меня же родители, у меня и так далее. Я не смогу. Конечно, мы не сможем. Но Аллах субханаху ва та'аля в этом аяте из суры Ан-Ниса, в 100-м аяте Аллах четко определяет: «Вама юхаджир фи сабилиллахи яджид фил арды мурагаман кафиран васаа». Кто переселится на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и достатков. И ученые много толкований сделали относительно этих аятов, и они удлинили эту тему. А что сегодня на практике испытывают мухаджиры, которые переселились? Давайте на мгновение посмотрим на положение мухаджиров тогдашних, которые переселились. Они все оставили, правильно же? Да. Они оставили все свои богатства, они оставили свои дома, и они были немощны. Они буквально с тем, что у них есть в руках, а некоторые даже босиком вышли из Мекки и переселились. Да. Например, скажем, Биляла, Хабаб ибн Арат и им подобными. А кеми они оказались после переселения? Это то, что Аллах субхану ва та'аля обещал тем, которые переселяются. Но только там одно условие. Аллах субхану ва та'аля четко говорит: «Ваман юхаджир фи сабилиллах». Тот, кто переселяется на пути Аллаха. А то, что у нас в сердцах, это Аллах ведает лучше. И валлахи билляхи таллахи, мы с уверенностью убеждаем вас, мы с уверенностью говорим: если человек переселяется к Аллаху, именно к Аллаху с чистым намерением, валлахи билляхи таллахи, Аллах его не оставит. Аллах его не оставит никогда. Его положение будет лучше, чем он думал. Лучше, чем он думал. Как говорит Аллах субхану ва та'аля в следующем аяте: «Вама яттак Аллаха ядж'аль лаху махраджан, ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб». Кто побоялся своего Аллаха, то есть хиджра это тоже совершается из богобоязненности, правильно же? Это тоже вид богобоязненности. И тот, кто убоится, устрашится своего Аллаха, Аллах субхану ва та'аля предоставит ему выход из положения, из любого положения. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. И предоставить ему пропитание оттуда, откуда он не думал, не полагал. Это было нашей второй частью. То есть, если ты заметишь, достоинство переселения. Ага. Если ты заметишь, в каждом аяте, посмотри, в каждом аяте Всевышний Аллах подчеркивает то, что беспокоит людей. Ага. Беспокоит их что? Первое беспокойство, это удел, да? И в сурту Ниса, и в этом, лянубаву аннам фи дунья. То есть Всевышний Аллах, подчеркивая, говорит, что Он возьмет на себя вашу дунья. Да. Оставьте эти разговоры. То есть не думайте об этом. И ва майяттакилля ядж'аль лаху махраджа. И дальше что? Ва ярзуқху мина. То есть то же самое. То есть тот, кто был богобоязен, он непременно Всевышний Аллах даст ему выход. И дальше что говорит? Ва ярзуқху. Сразу.
Он даст ему пропитание. Обеспечит его Да, пропитание, обеспечит. да. Все. Наше обеспечение, то есть мы должны понимать, что наше обеспечение Всевышний Аллах взял на себя. И мы за это, по идее, не должны были беспокоиться. Но, конечно, каждому дается как бы иман, то есть смотря на свой иман, и дается ему вот это таваккуль, да? Опирание на Всевышнего Аллаха. И поэтому мы должны понимать, что Всевышний Аллах прямым текстом указал: тот, кто оставляет ради Аллаха вот это место или что-то, ради Аллаха, если оставил, не обязательно даже место, даже если он оставил что-то ради Аллаха, сделал хиджру от этого дела к богобоязненности. То есть хиджру от греховного. Да, хиджру от греховного сделал и оставил это ради Аллаха, Всевышний Аллах. Например, кто-то боится оставить кредит, например. Или боится оставить банковскую работу, например. Он работает в банке, и он боится оставить. Если он оставит, он думает, что он умрет с голоду. Но Всевышний Аллах обещал ему, что если он будет богобоязнен, если он сделает хиджру ради Аллаха, хиджру с этой работой на работу халяльную, Всевышний Аллах возьмет ее на себя и даст ему удел. Да. И когда пророк, алейхиссалату вассалам, хотел бы дополнить эту тему, когда пророк, алейхиссалату вассалам, спросили: «Я Расул Аллах, укажи мне на дело, если я буду придерживаться этого дела, я бы преуспел», у него спросили. И он сказал: «Алейка биль хиджра, сделай хиджру, фа иннаху ла мисля лаха». То есть нету подобного хиджре. То есть на предпочтение хиджры ради Всевышнего Аллаха. И сюда, как мы каждый раз подчеркиваем, что хиджра, туда входит и хиджра от грехов, и хиджра от места. И когда у пророка, алейхиссалату вассалям, Амр ибн ас сказал, переселился и сказал: «Я Расул Аллах, я делаю тебе байат, я тебе даю присягу, но с условием, что мне будут прощены грехи». И пророк, алейхиссалату вассалям, что ему сказал? يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبله. Я Амр, это известный хадис, он ему указал: Амр, ты не знал, что ли, что ислам стирает все грехи, которые были до него, и хиджра также стирает все грехи, которые были до него. То есть хиджра является таким же, как хадж, как ислам, как и тауба, является поклонением, за счет чего твой лист начинается заново. То есть аннулируются все грехи, и твой лист начинается, то есть твоя жизнь начинается с чистого листа. Это является большим поклонением и великим поклонением, на которое Всевышний Аллах, то есть прямым текстом указывает в Коране, и также пророк, алейхиссалату вассалям, призывал к этой хиджре своих сподвижников. Барак Аллаху фика, джазак Аллаху хайран. Джазак Аллаху хайран за дополнение, Абу Халид. Третья наша часть, и мы переходим к третьей части нашей лекции, би'изниллахи та'аля, это кто удостаивается награды переселения. Всякий ли человек, который оставляет свою родину и переселяется, удостаивается ли всякий? Нет, подобно тому, как и другие поклонения. То есть примерно два человека стоят рядом друг с другом, совершают коллективную молитву. И награда их может разниться так, что совершение намаза одного человека, она может быть столь отдаленной или же столь отличающейся от молитвы того, кто стоит рядом с ним, совершаем ту же самую молитву, из-за чего? Из-за намерения. И поэтому именно всеми нам известный хадис, который передается от Умара ибн аль-Хаттаба, радийаллаху анху, который сказал: «Иннамаль а'малу бинният». Всем известный хадис. Поистине дела оцениваются соответственно намерениям. «Ва иннама ли кулли мри'ин ма нава». И каждому достанется то, чего он вознамерился. Каждому достанется то, чего он вознамерился. И далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дает четкое пояснение. И как раз по нашей теме. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Тот же, кто переселился к Аллаху и его посланнику, то его хиджра будет к Аллаху и его посланнику, то есть его хиджра будет принята. Он есть истинный мухаджир. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. А тот же, кто переселяется какому-нибудь мирскому,
ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться. То есть человек примкнул к каравану переселенцев, и он вместе с ними переселился. На внешность можно было бы сказать, что человек переселенец, что мухаджир, маша Аллах, брат и верующий человек. Но из-за его намерения, если у него намерение было, то есть посмотрите, обратите внимание, баракаллаху фикум, на начало этого хадиса. Именно начало этого хадиса начинается с намерения. И далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъясняя разновидность намерения, приводит нам примеры относительно хиджры. А переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, то есть это известный случай, да, когда автором вот этот, который хотел жениться, имя... Мухаджир Умму Кайс. Мухаджир Умму Кайс? Да. То есть переселенец Умму Кайс, он так и назван, он так и вошел Его в так историю. называли, да. Да. Это Умму Кайс, расскажи эту историю. Умму Кайс поставила ему условия. Ага. То есть он сватался к ней, Ага. и она поставила условия. Она была в Медине, да? Да, нет, она была в Мекке. Ага. Ой, она была в Медине, она была верующей. Он был неверующим. То есть Умму Кайс, она мухаджир? Да, она Ага, мухаджир, ага. и тот был неверующий. Ага. И она поставила условия: если ты на мне хочешь жениться, то есть у них как бы было знакомство, и он как бы всегда предлагал ей, да, что вышла замуж. И она поставила условия: если ты примешь ислам и переселишься, я выйду за тебя. И он с таким намерением переселился. И после этого, как бы сподвижники его называли мухаджир Умму Кайс, то есть мухаджир Умму Кайса. И Аллах, субхану ва та'аля, довел до сведения своего пророка относительно этого человека. Но ученые говорят, что, то есть некоторые ученые говорят, что это не было сказано по этому поводу. То есть этот хадис как бы не по этому случаю. То есть не по случаю. Не по конкретному случаю, да? Не по конкретному случаю. Просто это совпало, да? И сразу они упоминают вот этого человека. Да. Ну, а переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся. То есть ему достанется, как было в начале этого хадиса, каждому будет то, чего он намеревался. То есть ему будет супруга, для него будет супруга, для него будет то самое мирское, ради чего он переселился. Но от вот этого великого воздаяния он ничего не получит. Он ничего не получит. Почему? Потому что у него не было намерения переселения к Аллаху, его посланнику. Вот так вот. Например, если сказать на примере, в момент мобилизации много людей переселилось. Кто-то просто убежал. Например, скажем, неверующий. Убежал неверующий, спасся, скажем так, аккуратно, да, чтобы не задеть чувства. Спасся неверующий, а кто-то, спасая свою религию, свою честь, чтобы не оказаться в рядах кафирских. И если он умрет там, боясь, что он умрет, будучи кафиром, он переселился. Конечно же, их переселение будет разным. Да. Переселение второго, оно именно и есть переселение к Аллаху, его посланнику, а переселение первого — это ради чего-то земного. Валлаху а'лям. И это был наш... И ты заметь, что переселение этого человека, то есть вот человек переселяется, спасая свою религию. Даже. И в нашем случае у нас же нет переселения из земли куфра к земле ислама. У нас же нет такого. То есть сейчас везде стоят законы демократии. Да. То есть нету земли, на которой стоит закон Всевышнего Аллаха. Куда бы мы могли, или верующие могли бы переселяться и выбирать себе, например, если такое государство было бы, у нас не было бы и выбора, мы бы должны были туда переселиться, если есть возможность. И вот, и люди сегодня, спасая свою религию, могут переселиться с земли куфра на другую землю куфра, если у них есть выбор. То есть если у них есть земля, и оба земли являются землями куфра, так же как, то есть мы на что опираемся? Мы на этом опираемся на
на сподвижника пророка, алейхиссаляту вассалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, до того, как у него появилось место, до того, как у них появилось убежище, у них не было своей земли. И они что сделали? Пророк, алейхиссаляту вассалям, когда появилось, то есть уже как бы не было другого выхода, он что им сказал? Надо переселяться в Эфиопию. Эфиопия была чем? Землей куфра. Да, то есть, но там правитель был каким? Хорошим. То есть имеется в виду, правитель был справедливым. Он сказал, что если туда поедете, он вам непременно даст убежище, и тот, кому он дал убежище, никогда не был притеснен. И он как бы засвидетельствовал за этого Наджаши, то есть как бы дал ему тазкия, можно сказать, с этой стороны, и он выбрал для них место, куда можно переселиться. И это, то есть первая хиджра, которую сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям, сделали после этого притеснения. То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, им приказал туда переселиться для того, чтобы переждать, можно сказать. Не для постоянного проживания, а для того, чтобы переждать. И мы знаем, что, например, верующий человек для постоянного проживания не имеет права жить на землях неверных, потому что на это есть другие указания, где пророк, алейхиссаляту вассалям, запрещает жить на землях неверных, то есть среди неверных. Да? Почему? Потому что твоя семья, твои дети, ты по-любому чувствуешь вот это отсутствие ислама вокруг. Да? Поэтому верующие должны жить среди верующих. И у тебя сегодня выбор. У тебя сегодняшний выбор, говорим. Сегодня у тебя есть земля куфра, и земли куфра различаются, где живут мусульмане и где не живут мусульмане. И мы знаем, что ученые разделяют землю куфра от землю ислама своими законами. То есть если закон стоит, закон Всевышнего Аллаха, эта земля называется земля ислама, то есть как бы Даруль-Ислам называется. Если на любой земле, даже если все проживающие мусульмане, эта земля называется, то есть если она не судится по закону Всевышнего Аллаха, и там, например, стоит демократия, и они судятся по демократии, эта земля называется единогласно, называется землей куфра. Даже если все проживающие на этой земле мусульмане. Мы не говорим про хукм этих людей, мы говорим про хукм самого государства. Вот. И у нас, получается, сегодня есть земли куфра, других у нас нет, земли куфра есть у нас, и есть мусульманские страны и немусульманские страны. То есть, да. И вот мусульманин, если он переселяется ради Всевышнего Аллаха, он должен по-любому стараться выбрать место, где живут мусульмане. Без разницы, арабские страны, без разницы. Главное, чтобы именно население было верующими. Были мечети, слышен азан, дети мусульмане в школах и так далее, и так далее. То есть, чтобы выйти из другого запрета, который пророк, алейхиссаляту вассалям, упоминал в других хадисах, чтобы верующие не жили среди мусульман. Известно, хадисы в Тирмизи и в Абу Дауде приводятся. Вот. И получается у них и второй выбор какой? Если, например, нету возможности выбрать мусульманские страны, он может выбрать даже кафирские страны. То есть переселиться для того, чтобы переселиться на другую землю. Но здесь именно главным аспектом является безопасность. Безопасность. То есть он же из опасности выходит. То есть он выходит спасти свою религию. И он должен именно поехать туда, где ему безопасно. Будь то это мусульманской страной или же будь то страной неверных. Но по-любому он должен стараться переселиться на мусульманские земли для того, чтобы ему было и безопасно, и чтобы сохранить свою религию. Почему? Потому что мы видим сегодня плоды нашего переселения, то есть неправильного переселения. И опять же, вот это неправильное переселение, если ты заметишь, было из-за удела. Да. Для того, чтобы жить на компенсациях, на социальных и так далее, было легко. Так, там дают 1000 евро, 2000 евро и так далее. И люди предпочли, что, например, определенные страны, западные страны. И, соответственно, через 20-30 лет они удивляются, когда их дети уже начинают походить на неверных и уходить из дома и так далее, и так далее. Поэтому это, опять же, наша вина. Мы должны стараться давать предпочтение землям, где живут мусульмане. Барак Аллаху фик. Не боясь бедности при этом. Да, это самая распространенная болезнь, потому что из-за этого и Всевышний Аллах упоминает эту болезнь в Коране. Барак Аллаху фик. Джазак Аллаху хайран. Джазака. И это было разделом из нашей сегодняшней лекции, кто удостаивается награды переселения. Говоря вкратце, повторяя, награды переселения
этого великого достоинства удостаивается тот, кто переселяется ради Аллаха и ради Аллаха, то есть к Аллаху и его посланнику. То есть к посланнику это чтобы исповедовать тот шариат, с которым пришел пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот такой только удостаивается награды мухаджира. Далее у нас... Ты добавишь что-то? Да, то есть тот, кто сделал хиджру к Аллаху и его посланнику, ты сказал. Ага. То есть если человек не понимает, например, переселение к Аллаху, и здесь самое главное, что подразумевается под этим, это религия Всевышнего Аллаха. То есть он переселяется для того, чтобы сохранить свою религию, которая пришла от Всевышнего Аллаха. И второе, то, что ты упомянул, то есть он также переселиться может для того, чтобы сохранить сунну пророка, алейхиссалату. То есть, например, там, где он живет, мусульмане, но ему не разрешают жить по сунне пророка, алейхиссалату. Может же быть такое? Да. Распространено сегодня. Да. И вот, например, где он живет, шииты, например, или же суфисты, или же какие-то там могилопоклонники, аш'ариты, матуридиты, без разницы. То есть ему не разрешают. Если эти люди или мусульмане, которые там живут, видят его соблюдающим сунну, отвергающим нововведение, то есть у него начинаются проблемы. Начинаются даже проблемы, как в нашем положении, начинаются проблемы с утренней молитвы. Да. То есть если ты начинаешь посещать утреннюю молитву, надеваешь какую-то определенную тюбетейку, отпускаешь бороду, укорачиваешь усы, все, ты уже уже отстранен. Даже если ты начинаешь проповедовать единобожие, да, в своем доме, ты уже шайтан, как говорят. Да, уже ты становишься иблисом и воином иблиса. Потому что они ненавидят даже просто это слово единобожие. Они даже предостерегают от этого, как мы видели. Если вы услышали в вашем доме кто-то призывает к единобожию, все, вы знаете, что у вас завелся иблис. И если такое положение у человека, и он вот именно даже ради этого, чтобы сохранить сунну пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы исповедовать религию должным образом, хотя бы того, что касается поклонений и внешних видов и так далее, он, если ради этого переселится, его переселение будет к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после его смерти. И еще я бы хотел добавить, когда речь идет о религии, когда говорится, чтобы исповедовать религию, исповедование религии, баракаллаху фикум, это не только совершение молитвы, не только соблюдение поста, как это апеллируют сегодня суфисты. Нам позволяют молиться, как будто бы нам должен был кто-то позволить молиться, да? Исповедание религии — это есть единобожие. Это есть единобожие. Человек, как сделали объяснение ученые, человек, не имеющий возможность исповедовать единобожие, он обязан переселиться. Он обязан переселиться. Даже если ему позволяют совершать молитву или же совершать какие-нибудь другие религиозные обряды. Но если ему не позволяют исповедовать единобожие в таком виде, каком оно было со времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то на таком человеке хиджра, она становится ваджибом. Далее, 4-й раздел нашей сегодняшней лекции — это тема, которую мы попросим нашего брата Абу Халида, баракаллаху фихи, чтобы он разъяснил нам, актуальна ли хиджра до судного дня, так как мы слышим заявления сегодняшнего некоторых ученых, так называемых ученых, что они, говорят, что, приводя хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором сказано «Ла хиджрата ба'д аль-фатх», нету хиджры после завоевания Мекки. Они говорят то есть как бы беря в кавычках далил этот хадис, говорят, что хиджра не актуальна после завоевания Мекки. Насколько это правильно и каково положение хиджры до судного дня? Абу Халид, пожалуйста, объясни нам. Баракаллаху фика. Афика баракаллах. Что касается этой темы, среди ученых нет разногласия. Что хиджра, она будет до судного дня. То есть, начиная с этого. То есть и ученые, которые являются учеными ахли сунна валь джамаа или в мазхаба и так далее, то есть нет разногласий, что хиджра, она до судного дня. А что касается этого хадиса, просто стоило бы продолжить этот хадис, и ответ был бы в кармане. Но пророк, алейхиссалату сказал же, «Валякин джихадун ванийя».
То есть нету вот этого переселения, которое было обязано. И как мы знаем, то есть верующие после того, как у нас появилась земля и государство, они были обязаны, то есть это было как ты указал, именно как условие, да, или же признаком ислама. То есть это было тогда признаком ислама. То есть и верующие не имели права не переселяться. И это как бы их причисляли этим поклонением или к мусульманам, или не мусульманам. И те же люди, которые вышли, про которые говорится в этом аяте, они же вышли из-за того, что они не переселились, их вынудили, их мобилизировали, как сегодня делают, Да. мобилизировали в армию кафиров, и они вышли против самого пророка. То есть они уверовали в пророка, они последовали за ним и так далее, но не хватило дышка на хиджру. И их вывели насильно против самого пророка, алейхиссалату. Для большинства, для количества их вывели, да? И кстати, это как бы показывает нам, что если во времена пророка, алейхиссалату вассалям, уверовавшие люди вышли против самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это будет до судного дня. То есть эти люди всегда будут. Машаллах. Эти люди всегда будут. Они будут в армиях неверных, апеллируясь разными, там, не знаю, любовью к дунья, деньгам, проблемам и так далее, и так далее. Они всегда были, даже были, то есть во времена пророка, и они будут до судного дня. И сегодня, кстати, недавно, например, умер один палестинец, да, в войске Израиля. В войске Израиля. То есть над ним делают джаназа с израильским флагом. То есть на гробе лежит израильский флаг. И мусульмане типа делают над ним джаназа намаз. И после этого узнается, то есть выходит как бы в СМИ, выходит, что оказывается есть одно племя палестинцев, которое было известно раньше как бы разбойничеством, то есть как мужеством и так далее, и так далее. Они были известны мужеством. Их вербанули в израильскую армию. То есть 1, 2, 3 и целое там племя бывает же зашло, короче, да, в израильскую армию, и они воюют сегодня, убивают своих же, то есть в рядах Израиля убивают палестинцев. И люди сегодня удивились, как может палестинец, араб, понимая Коран, понимая, что, то есть здесь никакого даже сомнения не может быть. Например, в России там, против Украины кафиры воюют против кафиров, да? А здесь евреи воюют против мусульман, уничтожают твой же народ. Но мы должны понимать, что если человек ослеп, он слепнет. Нур. Все. То есть если Всевышний Аллах тебе не сделал нур, у тебя никогда его не будет. То есть я хочу указать именно, что у нас, даже если есть какое-то сомнение, здесь есть случаи, где нет сомнений. То есть здесь есть евреи и мусульмане. И мы находим, что мусульмане, арабы, которые читают, открывают Коран и понимают Коран, они находятся в армии Израиля против своих же палестинцев. И поэтому мы должны понимать, что мы не должны удивляться. Этому. То есть это во времена пророка, и алейхиссалату вассалям, и сегодня в ясной, где нету никаких сомнений, в израильской армии находятся мусульмане, и их немало говорят, и поэтому мы должны понимать, что они всегда будут и не должны удивляться. Но мы всегда должны предостерегать, так как от этого предостерег сам Всевышний Аллах в Коране и пророк, алейхиссалату вассалям, в своей сунне. И в продолжении нашей темы скажем, то есть если бы они продолжили этот хадис, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, нет хиджры сегодня после открытия Мекки, все, вот этот хукм закрылся. То есть обязанность хиджры к Медине закрылся, все. Тот, кто успел переселиться до фатха, он считался мухаджиром. А тот, кто уже переселялся после фатха, он уже как бы не был таким мухаджиром, который Всевышний Аллах хвалит в Коране, да? То есть он не заходит в эту категорию. И хиджра, получается, у нас делится на два вида. То есть хиджра до фатха и хиджра после фатха. И как бы вот этот хукм, обязанность этой хиджры, он закрылся, когда когда Мекка была открыта. И про это говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Но дальше он говорит в этом же хадисе: «Валякин джихадун ванийя». То есть, но однако
однако, подчеркиваю, исключая, однако будет намерение и джихад. То есть, если человек переселился с намерением спасти свою религию... То есть намерение и джихад актуальны, да? Да, то есть они всегда будут. То есть именно вот это поклонение закончилось, но остается, в общем, хиджра остается, которая делается с намерением спасти свою религию, переехать к Аллаху и посланнику, переехать из землей куфра в земли ислама и так далее. То есть это остается, и джихад остается. А джихад что такое? Джихад — это же движение, то есть ты же идешь к какой-то земле новой. То есть она тоже включает в себя какую-то хиджру. То есть ты делаешь хиджру для того, чтобы открыть земли, для того, чтобы распространить религию Всевышнего Аллаха. И вот это два хукма пророк, алейхиссалату, исключил в этом же хадисе. То есть просто стоило продолжить хадис. Но есть еще хадисы, где пророк, алейхиссалату, еще яснее, четче говорит, что ля танкат'у аль-хиджрату, لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل или юкатилю, два ривайта там. То есть хиджра никогда не закончится до тех пор, пока есть враг. В одном хадисе. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что хиджра никогда не закончится до тех пор, пока не наступит час судный. Да, час судный. Им упоминается именно тауба. То есть до тех пор, пока принимается тауба, хиджра не закончится. И в этом же хадисе говорит пророк, алейхиссалату вассалям, а тауба, как вы знаете, принимается до тех пор, пока солнце не взойдет с запада. И поэтому мы должны понимать, что хиджра, то есть прямым текстом этого хадиса, этот хадис, как мы знаем, достоверный, некоторые части этого хадиса пришли в Бухари, некоторые пришли у имама Ахмада, и пророк, алейхиссалату вассалям, указал, что хиджра, она будет до судного дня. Хиджра, она будет до судного дня. И в этом, насколько мы знаем, нет разногласий среди ученых, что хиджра, она остается. И это возведение лжи на религию Всевышнего Аллаха просто для того, чтобы там угодить кому-то или угодить своим хозяевам. Люди как бы стараются запятнать тех людей, которые, например, уехали из-за своей религии. Они всячески стараются как бы подбирать какие-то хадисы, и даже в этом они не могут нормально подобрать что-то, да? Почему? Потому что ответ на их же далил есть в этом же хадисе. И в основном так и бывает, когда они хотят что-то привести, как бы в аргументации, да, своего заблуждения, они приводят хадис и не завершают его. А когда завершают, как бы на них же опровержение в этом же хадисе. Поэтому мы должны понимать, что это поклонение — это милость Аллаха. Вот это поклонение — это милость Аллаха. То есть хиджра, да? Да, хиджра. Она милость Аллаха. Если бы ее не было, как пророк, алейхиссалату вассалям, хадис сказал, «Ля хараджа фиддин». То есть нет утруждения в религии. И если бы этого хиджры не было, у нас было бы утруждение большое. Почему? Потому что ты бы не мог переехать, и над тобой издевались. Они этого и хотят, чтобы ты там был терпилой, чтобы ты там тебя током били, избивали, уничтожали и так далее, унижали, и чтобы ты не переезжал. Вот это то, что они, наверное, хотят, Аллаху алям. Или же хотят, чтобы те, которые уехали, вернулись, да, как бы. Но Всевышний Аллах дал выход верующим. И нету, альхамдулилля, у нас в религии нет безысходных положений или безысходного состояния. И, альхамдулилля, Всевышний Аллах дал выход для верующих. Они могут сбежать, они могут уехать, спасти свою религию, именно спасая свою религию. И это является не то, что порицаемо, это является поощряемым, это является поклонением, то есть великим поклонением. То есть Всевышний Аллах именно указывает на его землю, что земля, она обширна. Переезжайте же. Зачем цепляться за один клочок земли? И даже если вы лишаетесь своей религии, например, сегодня мы видим людей, которые знают, что они, например, их забирают, да? Знают, что они их заберут и забирают. Им приходит предупреждение 1, 2, 3 и так далее. То есть потом им ставят ультиматум. Или ты выходишь в сотрудники, или ты выходишь, например, на Украину. И человек ждет до тех пор, пока ему поставят выбор между двумя огнями. Так нельзя делать. То есть это его упущение. И если он
то есть ждал или просто сидел до тех пор, пока его не заберут, он не будет оправдан. И он должен понимать, что он будет из числа этих людей, которые упоминаются в этом аяте, у которых был выбор, которые имели, как ты говоришь, возможность уехать, знали дорогу. Сегодня это нетрудно. Раньше, представь, раньше, по статистике говорят ученые, люди, которые выходили, переезжали, статистика была 50 на 50. То есть он мог выжить 50 на 50. Например, человек уходит в пустыню же, 500 километров, например, да, с Мекки в Медину. И он не знает, то есть если у него не было денег нанять GPS, все, он пропадал. То есть GPS тогда был человек, да, короче, его он вел, да, человек, он знал все места, где находится вода и так далее, где надо остановиться, переночевать и так далее. То есть статистикой раньше было 50% выживания. То есть он вышел, все, 50 на 50, может дойти, а может не дойти. А Сегодня статистика выживания 0%, например, да, там он 100% почти доходит. То есть сегодня есть паспорт, сегодня есть билеты, есть самолеты, то есть там вероятность, что с ним что-то случится, но 1%, 2%, 5%. И тем не менее сегодня люди как бы находят себе оправдание и стараются отмазываться. Поэтому надо беречь свою религию, и это является условием мусульманина, то есть является уставом, должно являться уставом для мусульманина, что он должен сохранять свою религию, где бы он ни был, и в какой бы обстановке он ни был. Аллаху алям. То есть смотри, Абу Халид, баракаллаху фика, смотри, наша тема была, актуальна ли хиджра до судного дня. То есть из этого нам становится ясным, что хиджра актуальна. Раз. И в этом нет сомнения. Второе, давай теперь мы с тобой разберем этот хадис и укажем его правильный смысл, который хотели исказить некоторые. Ля хиджрата ба'да аль-фатх. Что подразумевается под этим? Нет хиджры после завоевания. Объясни это, пожалуйста. Какое переселение в этом хадисе имеется в виду? Откуда, куда конкретно? Баракаллаху фик. Здесь в этом хадисе подразумевается, без никаких разногласий, подразумевается переселение с Мекки в Медину до открытия Мекки. После открытия Мекки здесь, то есть в этом хадисе, не говорится про общую хиджру. Здесь говорится именно про ту хиджру, которая была обязана с Мекки в Медину, и она была завершена вот этими словами. И эти слова, знаешь, когда были сказаны? Они были сказаны... В день завоевания. Да, в день завоевания. В день завоевания Мекки. Это было сказано, когда он сел, и у него спросили про хиджру, про достоинство хиджры. Все, он сказал, эта тема закрыта. То есть то обязательное переселение сегодня завершено. То есть из Мекки в Медину, да, опять из же. Мекки в Медину, вот это переселение, то есть обязательное тогда, которое было, оно завершено, но остается общая хиджра. То есть он же в этом же хадисе говорит, то есть, но остается намерение, то есть намерение для переселения, Аллаху алям. Соответственно, намерение, да? Да. И еще хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который рассказывал о положении того, кто был до нас. Человек, который совершил 99 преступлений. Пожалуйста, поясни, это с этим хадисом тоже. Но здесь, смотри, баракаллаху фик, этот хадис говорит, что этот человек хотел оставить ардусу, то есть плохую землю. То есть он хотел убежать или... Абу Халид, я тебя перебью. А сама по себе земля, она есть плохой? Или же она называется из-за ее обитателей плохой? Поясни тоже. Земля, она не является плохой сама по себе. То есть земля, она не является сама по себе плохой. Она имеется, то есть про землю говорится именно смотря на состояние людей. Да, обитателей, которые населяют эту землю. Или закон, или смотря на закон, который там стоит, или же на притеснение, или зульм, или там грехи, которые распространены на этой земле. И в этом хадисе передается, что этот человек хотел отдалиться от этих людей. То есть хотел отдалиться от этих людей, которые совершали преступления и совершали, то есть, грязные деяния. И в этом хадисе это как бы земля называется ардасу, то есть плохой землей. То есть он хотел оставить плохую землю. И Всевышний Аллах как бы указал в этом хадисе, что этот человек вышел оставить эту землю, но не дошел до пункта Б. И он умер посередине. То есть он умер посередине между хорошей землей, куда он стремился, и между плохой землей. И Всевышний Аллах по своей милости затянул его, то есть
ангелы Перетащили его, да, перетащили его то есть, на благую землю. На благую землю, и он как бы стал обитателем благой земли, то есть по милости Всевышнего Аллаха. То есть ему было воздано по намерению. То есть он попал в рай именно за его намерение, за его стремление, за то, что он оставил эту землю. Он не дошел даже до пункта Б, но за то, что он оставил этих людей и оставил эту землю, на которой было распространено нечестие, Всевышний Аллах. И поэтому здесь тоже есть указание верующим, что они не имеют права находиться на тех землях, где распространено зло, где распространено нечестие, то есть сильные грехи, ширк и так далее, и так далее. То есть они не имеют права засиживать в этих землях, опираясь на какие-то благие, не знаю, дуньявистские причины, то есть земные причины, или же там какие-то связи со своим гражданством, или там, не знаю, из-за родственников, по-разному бывают причины. И они не имеют права засиживать в этих землях, потому что Всевышний Аллах в Коране тоже сказал: «Валя таркану иля лядина заламу фатамассакумун нар». То есть Всевышний Аллах говорит: не приближайтесь к притеснителям, да, то есть к тем людям, которые распространяют грехи, фатамассакумун нар. И быть может, что вас коснется огонь. То есть это вас тоже может охватить. И на это указывает не один хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что войско будет, то есть войско, которое будет идти на Медину или на Мекку, оно будет стерто с лица земли. И Айша спросила: «Я Расулаллах, среди них же могут быть невинные люди, торговцы, то есть торговцы и так далее, мимо проходящие». И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что они юб'афуна аля ниятим, что им будет воздано по их намерению, но их уничтожили. То есть Всевышний Аллах уничтожил этих людей из-за того, что они попали вот в это плохое войско. И поэтому мы не имеем права находиться на землях нечестия, на землях куфра и разврата, тем более, если мы поняли, что нам надо оставлять эту землю, что Всевышний Аллах раскрыл нам сердца и раскрыл нам религию. Баракаллаху фик. Хочу чуть напомнить этот хадис, ты прошелся по смыслу, баракаллаху фика. Этот хадис, в смысле этого хадиса пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поведал нам о состоянии человека, который был до нас, то есть до нашей уммы. Этот человек совершил 99 преступлений, и он захотел раскаяться. И он начал спрашивать у людей, начал искать выход из положения. То есть, как бы ему покаяться, принято ли его покаяние. Ему указали на одного знающего человека, и он спросил: я совершил 99 преступлений, то есть убил 99 душ, и есть ли для меня покаяние? Тот сказал: нет. Твое бремя грехов слишком тяжко для того, чтобы тебя простить. А он сказал: мне тогда терять нечего, он убил этого тоже. Сотого. Да, сотого. И он восполнил свой список сотым. Но он не стал отчаиваться. Он продолжил свои поиски к Аллаху, поиски к прощению. И ему опять же указали на одного праведного ученого. И он сказал: конечно же, твое покаяние примется, ибо кто стоит между Аллахом и его спрашивающим прощения рабом. То есть ничто не стоит. Нету хиджаба между Аллахом и между тем, кто просит прощения. Но этот человек поставил ему условие: покайся в своих грехах и оставь свою землю, на которой ты сейчас находишься, ибо эта земля, она есть плохая земля. То есть обитатели, которые населяют эту землю, они плохие люди. И поэтому переселяйся. Вот в таком-то месте есть хорошие люди, переселись к ним. И он вышел в путь, и посередине дороги его настигла смерть. И ангелы наказания, и ангелы милости стали спорить относительно этого человека. Ангелы наказания сказали, что этот человек никогда в своей жизни не делал благого. Он заслуживает ада. А ангелы милости сказали: он направлялся к Аллаху с чистым сердцем. Он достоин, чтобы попасть в ад, в рай, то есть, астагфируллах. И Аллах направил к ним ангела, чтобы рассудить их спор. И этот ангел сказал: измерьте землю, с которой он выходил и к которой он направлялся, и к которой он будет, те ангелы его и заберут. И когда измерили эту землю, там разные ривайты, да, как мы знаем,
Но этот человек, да, в одном риваяте сказано, что он умер на плохой земле. Он не дошел еще до середины, он умер на плохой земле, но Аллах, субхану ва тааля, земле повелел, чтобы она отдалилась от него. Плохой земле Аллах повелел, чтобы она отдалилась от него, а благой земле Аллах повелел, чтобы она стала к нему ближе. Итак, Аллах, субхану ва тааля, проявил милость. Но суть этого хадиса указывает на то, что надо оставлять плохую землю, которую населяют плохие люди. Как сказано, то есть как пришло в аяте: وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من النساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه البلدة الظالم أهلها. И почему бы вам не выступать в поход, то есть почему бы вам не сражаться на пути Аллаха, тогда как притесненные женщины, немощные мужчины и дети просят, находясь в Мекке. Да. Вы посмотрите, где они находятся, в Мекке. И они просят: «О Аллах, выведи нас из этого селения обитателей, которые являются нечестивцами». То есть именно из-за того, что эту землю, земля-то у Аллаха, земля-то вся принадлежит Аллаху. Как сказал Аллах: «Инна арды васиатун». Моя земля обширна. А вот какие люди уже населяют эту землю, это уже отдельный вопрос. То есть из этого нам становится ясно, тот хадис, это достоверный хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в день взятия Мекки сказал: «Ла хиджрата ба'да аль-фатхи». Нету хиджры после открытия Мекки. То есть хиджра, там подразумевается хиджра с Мекки в Медину. А другой хиджры там не упоминается. А остальная хиджра, как ранее сейчас брат Баракаллаху фи нам приводил хадис: «Ла танкати'у аль-хиджрату хатта танкати'у ат-таубату». Хиджра не прекратится, пока не прекратится принятие покаяния. Вальхамдулиллах. И на этом наш 4 раздел тоже заканчивается. И переходим к последнему. Давай, Абу Халид, с тобой теперь поговорим о тех людях, которые считают переселенцев за трусов. И как мы знаем, упреки всегда летят в адрес благочестивых. Как и всегда было. Например, давайте вспомните пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Каким он был до объявления ислама. Он был садикун амин. Он был уважаемым человеком. Все мы знаем историю пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И каким он стал, то есть что о нем стали говорить после того, как он возгласил ислам, это нам тоже известно. И сегодня, когда переселенцев упрекают, что они трусы, что они убежали, поджав хвосты, мы говорим, что мы убежали, но убежали почему? Потому что мы люди. Во-первых, как пришло в хадисах, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк, Аллах и его посланник разрешили переселение, когда угнетение, преследование стали усугубляться, правильно? Они когда стали усугубляться, и когда люди побоялись, что они будут подвергнуты фитне, правильно же? Да. Из-за которой они могут отступиться от своей религии. То есть тот же самый пример Аммар ибн Ясира. Он же произнес слова куфра, правильно? Под принуждением, но об это уже отдельная тема. И они переселились, спасая тем самым свою религию. То есть сподвижники, сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселились, спасая этим самым свою религию, раз, свою жизнь, два, свою кровь, три, свою честь, четыре, и свое имущество, тот, кто уехал со своим имуществом. Но из них большинство, насколько я знаю, оставили все, да, чтобы переселиться к Аллаху и его посланнику. Так человек, который пытается сегодня как-то очернить нас, говоря об этом, что вы убежали, поджав свои хвосты куда-то и оттуда как-то вещаете. Если нас упрекают за то, что мы приверженцы пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, валлахи, нам за это нисколько не страшно. Да. Нам за это нисколько не стыдно. Да, мы ушли, хотите, да, давайте убежали. Но убежали, спасая свою честь. Думая, заботясь о своем завтрашнем не как при этом мире, как при этой жизни, также и о
завтрашнем дне как о судном. Так как мы не захотели быть рабами чьими-то, а рабами Аллаха, искренними рабами Аллаха. И потому упрекающий сегодня переселенцев, то, что они убежали, поджав хвосты, этот несчастный в первую очередь должен знать, что он упрекает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Что он в первую очередь упрекает сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но беда в том, что эти несчастные, они не знают, что сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сделали его сподвижники, почему они это сделали. А разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он выходил с Мекки, обернувшись в сторону Мекки, не пустил слезу, саллаллаху алейхи вассалям? И разве он не сказал: «Валлахи, если бы я не был вынужден, я бы не покинул тебя, если бы я не был вынужден». И все вот эти достоинства, о которых мы сегодня говорили, для приверженца или же для переселенца, они почему? Потому что ему приходится расставаться с тем, где он вырос. Потому что ему приходится расставаться со своими родными, со своей родиной и так далее и тому подобное. И у него испытания только увеличиваются на этом пути. И именно, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Инна изамиль джазаэ ма изамиль баля». Поистине, великие воздаяния будут следовать за великими испытаниями. За великими испытаниями последуют великие воздаяния и от Аллаха субхану ва тааля воздаяния. И вот этот вот несчастный, как опять же мы повторим, он должен знать, что он в первую очередь упрекает пророка. И это, альхамдулилля, это наш путь. То есть путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы сделали то, что сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с его сподвижниками. А чем же руководствуются те, которые обвиняют переселенцев в этом? Хоть одним аятом, каким аятом они руководствуются? Хоть одним хадисом, которым они могли бы зачитать до конца, каким они руководствуются? Подобно тому, как мне сейчас вспоминается, подобно вот этому хадису, который они типа в кавычках привели в довод, они также говорят, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Иблис отчаялся, что будет поклонение, что будет ширк на джазира, да? Что будет ширк. В арабском полуострове. Да, на Аравийском полуострове. И ссылаясь на этот хадис, они говорят, что ширка вообще в уме нету. Да. А разве ширка нету в уме? И разве не о конкретном говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, насколько мне известно, в этом хадисе имел в виду идолопоклонничество, правильно же? Да. А остальной ширк, он что, не актуален? То, что сказал Аллах субхану ва тааля: «Инна Аллах ла ягфиру ан юшрика би ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». И также то, что сказал Аллах субхану ва тааля: «Афараайта ман иттахаза иляхаху хаваху, афа анта такуну алейхи вакила». Это тоже не актуально разве? То есть эти люди, мы должны понимать, баракаллаху фикум аджмаин, эти люди, приверженцы заблуждения, они всегда пытаются вести людей в заблуждение. Это те, о которых сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Фадаллу ва адаллу». Они сами заблудятся и ведут в заблуждение других. То есть, как мы знаем, для них скрытое одно. То есть, для них джихад может не быть в Украине. Они заявляют в тайне. А когда эта тайна становится ясной, их напрягают, после этого джихад опять становится актуальным. Да. Вот. И опять же, те, которые переселяются, следуют пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тем же самым обычаям. А каким же обычаям следуете вы, те, которые упрекают переселенцев? Абу Халид, что ты добавишь в эту тему? Я бы тебе хотел задать вопрос. Баракаллаху фик. Сегодня они апеллируют тем, что у нас дозволено все. Нам разрешают молиться, возводят мечети, у нас школы хафизов и так далее и тому подобное. То есть как будто бы это даруль ислам. И говорят вот это вот все. А почему сегодня притесняют приверженцев единобожия? Почему притесняют приверженцев единобожия? И по какой причине, несмотря на то, что они заявляют? То есть разъясни нам в своем понимании их ложное утверждение того, что это мирная земля.
это мирное место. Куда, типа, надо всем туда переселяться? Разъясни нам, баракаллаху фика. Да. Баракаллаху фик. Эти люди апеллируют тем, что им разрешают молиться, поститься и так далее. Почему? Потому что они привыкли жить в своем рабстве. И однозначно им разрешают это делать. Но они забывают, что у нас разрешает и запрещает Всевышний Аллах. У нас нету Господа, кому мы поклоняемся, кроме Всевышнего Аллаха. И Он нам узаканивает, и что надо делать, и что нельзя делать. И они забывают, они думают, что вот религия, она зыждется на каких-то поклонениях, да? Но мы должны вернуться и опомниться, что наша религия, как пророк, алейхиссаляту вассалям, в своей сунне показал нам, что вот эти поклонения, которые они называют, они не были даже предписаны в Мекке. Они были предписаны в Медине. То есть пост, будь то это хадж, будь то это джихад, будь то и так далее. Даже молитва перед переселением была обязана. И поэтому мы должны понимать, что верующие, они они, да, должны поклоняться, должны выявлять свое поклонение и так далее, но религия не на этом зыждется. Религия, она зыждется, как ты сказал, именно на единобожии, то есть подчинению людей к Всевышнему Аллаху. То есть самая первая и основная основа — это единобожие. Единобожие. И это закон Всевышнего Аллаха. То есть Он спустил для нас эту религию для того, чтобы мы жили по этой религии и по этой книге. И если у человека забрать, например, если привести пример, молитва, ты молишься, но молишься без омовения. Угу. Эта молитва же не действительно у тебя. Да. И ты говоришь, что тебе разрешают молиться и так далее, но ты живешь где? Ты живешь на их земле, по их законам, тебе разрешают. Тебе сегодня разрешают, завтра не разрешат. Сегодня тебя не считают опасным, завтра будут считать тебя террористом. И поэтому человек должен понимать, что он должен отдаться, зайти в религию полностью, полноценно, не частями. То есть он может, например, он не имеет права взять молитву и отказаться от поста, взять пост, отказаться от заката, и также взять эти поклонения и отказаться от закона Всевышнего Аллаха. То есть Всевышний Аллах приказал нам, чтобы мы жили под законами Всевышнего Аллаха. И у нас только один разрешающий и запрещающий, а у них их много. Они, как пришло в хадисе Ади ибн Хатима, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что «Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбабам мин дунилля». Когда он прочитал этот аят, они взяли себе в божества своих ученых и поклоняющихся людей. И Ади возразил. Он сказал, Ади на то время был христианином, да, когда пришел пророк? Некоторые говорят, что он был христианином, некоторые говорят, что он был только зашедшим в ислам, новым в исламе, да. Но он знал религию, то есть христиан, да. И он был христианином. И он сказал, я Расул Аллах, мы не поклонялись, такого не было. То есть мы не поклонялись этим ученым и так далее. Но и пророк, алейхиссалату разъяснил, что он подразумевает под этим поклонением. Он сказал, разве они вам не разрешали запрещенное? И вы следовали же за ними? Он сказал, да, мы следовали. Они же вам запрещали разрешенное, наоборот. И вы же следовали за этим? Да, сказал он. Вот это и является вашим поклонением. То есть вам кто-то разрешал, кто-то запрещал. То есть разрешал запрещенное и запрещал разрешенное. А это право только за Всевышним Аллахом. То есть это право Всевышнего Аллаха. И поэтому мы должны понимать, что эти люди сегодня им кто-то разрешает, а кто-то запрещает. То есть сегодня, например, они говорят, это сегодня сунна, например, да, отпускание усов, например, сегодня сунна. Завтра они сами сбривают его и понимают, что оказывается, это не сунна. Потом они говорят, что укорачивание бороды сунна. Потом познают, что они там налепили, потом идут обратно и говорят. И поэтому у них уставы разные. Как приказ придет, так и будет устав. Поэтому мы должны понимать, где они живут, под кем они живут, и кто им разрешает, и кто запрещает. И поэтому мы не должны грустить из-за того, что они что-то хотят сказать в сторону верующих или же как-то оскорбить и так далее. И они сами понимают, в каком они состоянии. Альхамдулиллах.
Альхамдулиллах аля ни'мати ислам. Альхамдулиллах аллази хадана лихаза. Альхамдулиллах. То есть их уставы меняются, как меняется их глава, да? Да, баракаллаху фик. Наверное, завершим тогда на этом, да? Баракаллаху фик. Наша, в общем, подводя итог, сегодняшняя наша тема, она была адресована, уделена на то, что является хиджра актуальной или нет. И в этой теме мы разобрали несколько аспектов достоинства переселения, кто удостаивается актуальность хиджры до судного дня, как бы обратно не заявляли люди заблуждения, и опровержение тем, кто считает переселенцев за трусов. Да. А в действительности, не будем сейчас называть имена и указывать пальцами, в действительности время и положение показало, кто трусы на самом деле. И поэтому еще в завершение, Абу Халид, сделай какое-нибудь наставление для наших братьев, которые все-таки не решаются на хиджру. Сделай какое-нибудь наставление для них. Конечно, мы говорили про это, про все, но подводя итог, баракаллаху фик. Баракаллаху фик. Я бы сказал братьям, которые живут на наших землях, в первую очередь, чтобы они старались сохранить себя и свою религию. И при этом постарались сохранить себя там. То есть не уехать, а сохранить себя там. Имеется в виду, сохраняя свою религию и не выявляя, то есть ненужным людям свою религию, чтобы они сохранились там. Почему? Потому что верующие люди, они по-любому нужны на этой земле. Некоторые думают, что, например, этими словами мы говорим всем: переселяйтесь, уезжайте оттуда и так далее. Это не так. То есть если мы можем сохранить себя и свою религию на своих же землях, мы должны постараться работать. То есть имеется в виду на подготовку себя, своих родственников, окружающих. И как Всевышний Аллах нам приказал: «А'идду лахум мастатату мин кувва». То есть приготовьте им то, что вы можете приготовить. И верующий человек, если он, например, мусульманин, верующий человек, и следующий сунне пророка, алейхиссалату вассалям, если он может жить и проживать, не теряя свою религию, не теряя свою честь и совесть, мне кажется, что он должен постараться там удержаться для того, чтобы на этой земле были верующие. Но если, то есть мы именно то, что мы говорили, если человек, то есть дошел до такой степени, что выбор у него стоит, притесняют, или у него стоит вопрос, на кон поставлена его религия, в этом случае то, что мы говорили, это относится к нему в таком случае. Но, например, мы должны понимать, если человек оставит, то есть если, например, верующий оставит свою землю, кому она остается? Она остается для врагов. То есть это то, что они хотят. То есть это истинная цель. Почему, например, эти же оккупанты притесняют людей? Они или притесняют их, чтобы они умирали, или убивают их, или чтобы они уезжали. То есть чтобы освободить землю, да, от них. И поэтому у нас всегда должна быть, даже если ты уехал, тебя притеснили, ты спас свою жизнь, свою религию и так далее, у тебя должна быть цель вернуть свою землю, вернуться на свои земли и вернуть свое право, то есть полноценное право, которое Всевышний Аллах тебе дал. И поэтому мы должны стараться делать правильные причины, сохранить себя, свою семью, свою религию, где бы мы ни были. То есть вот это суть нашей религии, то, к чему наша религия призывает. То есть мы должны стараться сохраниться, где бы мы ни были. Будь то ты дома, ты должен сохраниться. Будь то ты за рубежом или же за границей, ты должен тоже сохраниться. И ты должен искать те места, где ты можешь сохраниться, и также твоя семья и твои дети. Баракаллаху фикум, джазакумуллаху хайран, вальхамдулиллахи раббил аламин. Баракаллаху, джазакаллаху хайран. Мне бы тоже хотелось сделать вкратце напоминание, устрашение, не устрашение собой или тобой, а аятами из Корана.
То есть провокаторами того, что люди переселяются, являются кто? Нечестивцы, несправедливые люди, притеснители, тираны, которые притесняют людей. Ладно, обвиняют тебя, обвиняют меня, то, что мы работаем на какие-то спецслужбы. А сколько бедных семей, которые покинули земли? Сколько бедных семей, которые нигде не афишируются, их численность просто перечисливается тысячами, десятками, сотнями, тысячами люди, которые по принуждению оставили свою родину. Но они что говорят? Знаешь, что говорят? Вы переселились к сладкой жизни, чтобы жить спокойно. Тамам. И, как мы сказали, провокаторами того, что люди делают переселение, являются тираны, наместники, оккупанты и так далее. И относительно них Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Ат-Тауба, 50 аят: «Ин тусибка хасанатун тасухум». Если тебя постигает какое-то благо, это тревожит их, это печалит их. «Ва ин тусибка мусибатун якулу кад ахадна амрана мин каблу ва ятавалла ва хум фарихун». А когда тебя постигает какое-то бедствие, это их радует. Это их радует. Когда тебя постигает какое-то бедствие. «Куль ла юсибана илля ма катаба Аллаху лана хуа маулана ва аля Аллахи фалятаваккали муминин». А ты же скажи, о пророк, «Ла юсибана», нас никогда не постигнет ничего. «Илля ма катаба Аллаху лана», за исключением того, что предопределил нам Аллах, хуа маулана, ибо Он наш властитель. Он наш властитель. «Ва аля Аллахи фалятаваккали муминун». И пусть на Аллаха уповают верующие люди. Пусть на Аллах уповают. И 52-й аят из суры Ат-Тауба: «Куль халь тараббасуна бина илля ихдаль хуснаяйни». Скажи им, разве вы ожидаете для нас ничего за исключением двух благ? Двух благ. То есть, то ли мы погибнем на пути Аллаха, то ли мы удостоимся победы. Разве вы надеетесь на что-то другое? То есть вы убьете нас в конечном случае, да? И что за это будет? Иншаллах, мы надеемся на милость Аллаха за это. Почему? Потому что, как мы говорили, мы опять же стараемся во всю нашу мощь, что мы следуем пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или же Аллах Субхану ва Тааля вручит нам победу. Не потому, что мы чего-то достойны, а по своей милости. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. А мы же ожидаем того, что Аллах Субхану ва Тааля вас покарает. А разве последствия угнетателя, тирана не было до сих пор? Это то, что Аллах Субхану ва Тааля брал их, хватал их тогда, когда они не ожидали этого. «Санастадриджухум мин хайthу ла я'ламун». Я заманю их, говорит Аллах Субхану ва Тааля, да так, что они и не подумают об этом. Я устрою для них ухищрение, да так, что они и даже не подумают, они только после поймут. То есть Аллах Субхану ва Тааля ухищряется. И мы, говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Куль», скажи пророку, «Куль, ва нахну натараббасу бикум», а мы же ожидаем, что Аллах Субхану ва Тааля покарает вас сам лично, посредством какого-то наказания, «Ау би айдина», или же посредством нас. «Фатараббасу», ожидайте, «Фаинна ма'акум мутараббисин», ибо мы тоже будем вместе с вами следить за событиями. То есть, как бы что бы ни было, валлахи, притеснитель, его последствия никогда не будут радужными, радостными. И как сказал Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, одной своей касиде: «Ла тазлиманна иза ма кунта муктадира, фаззульму ярджи'уху уqбаху иля надами. Танаму айнука валь мазлуму мунтабихун яд'у илейка ва айну Аллахи лам танами». Ни за что не притесняй никогда человека из-за того, что ты был силен над ним, из-за того, что у тебя была мощь. Фаззульму ярджи'уху уqбаху иля надами. Зульм, притеснение, постоянно оно оборачивается раскаянием. Танаму айнука валь мазлуму мунтабихун. Ты спишь в то время, когда притесненный тобой бодрствует, яд'у алейка, взывая на тебя,
обращаясь твоим именем к Аллаху, ва айнуллахи лям танами, а Аллаха, субхану ва та'аля, никогда не одолевает сон. То есть Аллах слышит мазлума. И пусть Аллах, субханаху ва та'аля, сделает нас из числа тех, которые услышали истину и последовали ей. Аллахумма адж'альна мин алладhina ястами'уна алкауля фаяттаби'уна ахсана. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. Баракаллаху фик, ахи. Как мы знаем, Всевышний Аллах воздает человеку по его намерению. И иннамаль амалю бинният, как пророк алейхиссалату сам сказал, что человеку будет воздаяние за его намерение. И если у человека не было намерения в то время, когда он переезжал, то есть за первый выход или же в начале своего выхода он не получит за это награду, имеется в виду переселение. То есть награду переселения у него не будет. Но после этого, то есть если какое-то поклонение начинается и намерение меняется, Всевышний Аллах может ему воздать за его намерение. Но в этом случае, Аллаху алям, само переселение было сделано, например, ради дунья, будь то это или ради профессии и так далее, и так далее. То есть само поклонение закончилось. То есть он переселился. И, например, у него дальше есть выбор. Например, вернуться обратно или же сохранить свою религию. Вот за это ему награда будет. Например, ему трудно, например, в другом государстве жить, то есть вдали от своей родины и так далее, и так далее. У него как-то проблем дома нет, но если он вернется, будут у него проблемы и так далее. То есть в таком случае, если он будет отдаляться от этих проблем и жить в этом государстве, где он находится именно ради своей религии, чтобы сохранить свою религию и не уезжать обратно домой, вот за это он будет получать награду. Но само переселение, оно у него закончилось. То есть вот именно непосредственно сам факт переселения закончилось, и он уже переехал. То есть как бы у него нету уже, имеется в виду, времени. Да? Но когда во время переезда, как мы указали в хадисе, во время переезда, например, он там вышел ради какой-то женщины, например, да, и потом, например, во время переезда он осознал, что, например, ради женщины это не подобает делать, или ради денег и так далее, например. И он изменил намерение и, например, решил ради религии, ради Всевышнего Аллаха это сделать, то есть переселиться со своей земли на землю, где он может свободно исповедовать свою религию. И если он до того, как он завершил это поклонение, то есть или это дело он это сделал, ему будет засчитано это поклонение. Wallahu a'lam. Это что касается насчет этого поста, я думаю, информационный отдел услышал вас, и я думаю, они поняли, о чем вы говорите и про какой пост. Вот. А что касается самого вопроса, человек, если был вынужден и насильно сослан, например, туда на мобилизацию там, и так далее, или на войну, то есть если его насильно забрали, он будет оправдан. То есть имеется в виду в принуждении. То есть его заставили или насильно увезли оттуда, то есть туда, он будет оправдан тем, что его забрали насильно. Но мы говорили чуть про другое обстоятельство. То есть если человек сидел, зная, что его забирают, у него была возможность уехать, то есть он, там, не знаю, он понимал, что ему или тюрьма, или же, то есть работа в сотруднике, или же в Украину, то есть 3 выбора у него было. Он сидел до тех пор, пока его не забрали, например. У этого человека, Аллаху алям, не будет оправдания именно в том, что его забрали, потому что это уже не считается насильным, как бы, да. То есть у него была возможность уехать. А тот человек, который, например, раз пришли домой, забрали его, потом заставили подписаться, таких тоже немало ребят, которых просто внезапно забрали и принудили туда отправиться. Вот у этих людей, Аллаху алям, перед Аллахом будет оправдание. А то, что он сделает там,
вот просто то, что ты упомянул, там, не знаю, направит оружие на своих, сдастся украинской там стороне, другой стороне, или же постарается убежать оттуда, или же сам себя там покалечит, там, Аллаху алям. То есть вариантов там немало. То есть вариантов немало, и то, что он будет там делать, это уже возвращается к нему, то есть к его состоянию имана. Именно сам факт отправки его на войну, он будет, Аллаху алям, оправдан, если его забрали насильно и внезапно, Аллаху алям. Мы в самом начале говорили о 5 людях, которых заставили насильно выйти в день Бадра, да? Относительно которого был ниспослан аят, да? Которые совершили нечестие относительно самих себя. В этой теме ученые объясняют так. Тот, кто, имея возможность, примерно сошлись 2 войска. Войско мусульман и войско неверных. Мусульмане, которые под принуждением были вынуждены выйти против мусульман на стороне кафиров, положение их каково? Если он имел возможность переселиться или же перейти на сторону, но это и есть переселение, перейти на сторону исламской армии, но не сделал это, то он попадает под этот хукм аята. Те, которые тех, которые умерщвили ангелы, которые творили нечестие относительно самих себя, они подпадают под этот хукм, сказали ученые. А те из числа немощных, которые не смогли перейти на сторону исламской армии. И сегодня это актуально также те, которые не смогли как-то ухитриться, чтобы не попасть в ряды армии и оккупанта, но их забрали, насильно их забрали против их воли, и они не имели никакой хитрости и никакой уловки, чтобы уехать, убежать, они не смогли. Их положение уже будет соответственно их намерениям. То есть их уже Аллах Субханаху ва Тааля будет судить за их намерения и за их деяния. Но их хукм остается то, что они мусульмане. Аллаху а'лам. Баракаллаху фик. Что касается земель ислама, мы знаем, что хукм самой земли, как мы указали в лекции, что хукм земли, она берет, если над ними установлены законы Всевышнего Аллаха. И если для нас станет ясным, что, например, какая-то республика, какое-то государство, будь то Афганистан, без разницы, Аллаху алям, если для нас станет ясно, что это государство установило законы Всевышнего Аллаха, выявило это и является на истине, мы должны будем, то есть это уже для нас будет местом, куда могут переселиться мусульмане. Но мы должны учитывать фактор безопасности, то есть безопасность переселения и сам факт этого установления. То есть для меня, например, не ясно, что там происходит на данный момент. Там есть разные информации, то есть есть, что они наоборот, то есть их политика, внешняя политика, что их обещания для, например, американцев и так далее. То есть конкретно, то есть сказать насчет Афганистана, что там конкретно имарат, там и халифат, и там не знаю, что-то такое, для меня лично не ясно. Поэтому я как бы не говорю насчет Афганистана конкретно до тех пор, пока не станет ясно их положение. И поэтому Аллаху алям, какое там место лучше для салафитов, для ахли сунна и так далее, Аллаху алям, пока тоже конкретно не ясно, потому что там есть разные источники, которые передают, что там разные случаи происходят с притеснением и так далее, и так далее. Поэтому насчет этого вопроса я некомпетентен конкретно, чтобы там сказать что-либо, Аллаху алям. Баракаллаху фик. Что касается земли, где стоит война, например, как в вопросе было озвучено, и если стоит война на земле, то есть война оборонительная, то есть где мусульмане обороняются от оккупанта, и в таком случае, как мы знаем, возлагается на всех жителей этой земли защищаться, будь то это женщины
дети, старики, мужчины, все должны защищаться. То есть это называется фарду айном, то есть как бы индивидуальная обязанность каждого мусульманина, который находится на этой земле, они должны защищаться от оккупанта по мере своих возможностей. То есть так именно тем, что у них есть, если они могут защищаться. Если они не могут защищаться, они уже могут рассматривать какие-то варианты, будь то это уехать оттуда, отойти, там, не знаю, переехать или уехать и так далее. То есть, но будет ли это расцениваться, например, если кто-то во время войны, мужчина, то есть взрослый мужчина уехал, оставил свою землю, оставил своих братьев, конечно, это будет расцениваться тем, что он их оставил, то есть в нужный момент. Но непосредственно сам факт от бегства с поля боя, вот именно здесь, то есть если мы хотим сказать, будет ли это этим грехом, который упоминается в Коране и в Сунне, как бегство с поля боя, ученые говорят, что именно это тогда, когда два войска сталкиваются, то есть когда идет конкретно интенсивная война, то есть между двумя сторонами. Если оттуда человек убегает, это считается бегством с поля боя, если у него нет других планов. То есть, если у него нет планов на поддержку, там, не знаю, может, он на подкрепление идет, или же план перехвата, или там, не знаю, какая-то хитрость и так далее. То есть, у него должна быть цель, да, вот у этого переезда, у него должна быть цель. Вот, если этой цели нет, он просто так убегает, оставляя своих братьев, конечно, это будет бегством с поля боя, и это будет большим грехом, про который упоминается в Коране и в Сунне. Из-за этого он должен будет покаяние делать. То есть хиджра, она во время джихада не делается, то есть чтобы мы понимали. Конечно, мы должны смотреть на фактор возможности тоже. Например, их истребляют просто. Истребляют, и, например, он в тот момент уехал, например, там не справляются, конкретно истребляют народ, и он, например, уехал, да, чтобы не истребили его семью и так далее. То есть этот фактор, он возвращается к возможности, да, вот есть, например, возможность противостоять, и есть люди, которые противостоят, в таком случае он должен делать причину. Но если не было никакой возможности и не было никакого выбора, не было ни оружия, ничего, да, просто у него есть выбор, как бы умереть или же, например, там, сохранить жизнь и потом постараться что-то сделать. В таком случае он может уехать, валлаху а'лям.